Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе «Высокие награды героям Великой войны» президент вручил медали «Герой Абхазии» родственникам ветеранов. Праздник для особенных детей в Доме Москвы в Сухуме поздравили с наступающим Новым годом пациентов реабилитационного центра. Как и весь католический мир, католики Абхазии встретили Рождество Христово. Ветераны Великой Отечественной войны Кезым Агрба, Ушанги Басария, Чик Кварчия и Григорий Квиквискири за боевые подвиги посмертно удостоены высокого звания Герой Абхазии. Сегодня президент Рауль Хаджимба вручил награды родственникам ветеранов. Подробности в материале Рената Шакая. Через десятки лет награда все же нашла своих героев. 4 ветерана Великой Отечественной войны Кезым Агрба, Ушанги Басария, Чик Кварчия и Григорий Квиквискири были удостоены звания Героя Абхазии посмертно. Указ об этом 29 сентября 2017 года подписал президент Абхазии Рауль Хаджимба. Глава государства передал награды родственникам. К сожалению, так сложилось в жизни этих людей, что те награды, которые должны были быть вручены им еще при жизни, по тем или иным обстоятельствам эти бумаги не дошли. Я просто хотел бы назвать имена этих героев. Это Агрба Киазим Хотхотович, Басария Ушанги Карапанович, Квартия Чика Бекланович и Квиквискири Григорий Басович. На звание Героя Советского Союза они были представлены еще в 40-е годы, но по воле Сталина эти награды они так и не получили. К примеру, дважды представленный на звание Героя Советского Союза летчик Киазим Агрба был награжден орденами Красной Звезды и Суворова, а Георгий Квиквискири – орденом Отечественной войны второй степени. Спасибо всем, кто принял участие в этой награде. Командир полка генерал Латыпов написал книгу про него. Я хочу вам ее подарить, про его подвиги. Спасибо. Спасибо. За проявленное мужество при выполнении боевых заданий и любовь к родине Киазым Хотхотович Агрба был награжден орденами Красной Звезды Александра Невского, Отечественной войны первой степени, Красного Знамени, медалью за оборону Сталинграда. Дважды он представлялся к званию Герой Советского Союза. Первый раз 16 сентября 1943 года за 44 успешных боевых вылетов. Второй раз был представлен к высокому званию после завершения Ясско-Кишиневской операции. Киазым Хотхотович Агрба лично совершил 82 боевых вылета. Подразделения под его командованием произвели 312 самолетов-вылетов. В сентябре 1944 года летчик не вернулся с боевого задания. В день его гибели в частях корпуса были проведены траурные митинги. На следующий день все летчики корпуса выполняли боевые задания под лозунгом «Отомстим за Киазыма Агрба». В 568-м штурмовом авиаполку на бомбах и фюзеляжах самолетов писали «За Киазима, за Агрба». И он фактически повторил подвиг Гастелло. Он направил свой сбитый самолет на вражескую колонну. Так мы так и не нашли его, где он захоронен. И много искали его. Родной брат Георгий Хотхотович ездил и в Румынию, и в Белоруссию, и на Украину, но где не нашли его следов. Так что он без вести пропал фактически. Но видели, как он погиб. Летчики, которые летели с ним, он был командиром эскадрильи. Вот так его судьба закончилась. Он не был женат, никого не оставил после себя. Но, как говорят, награда нашла своего героя в Абхазии. Эта награда Героя Абхазии, по-моему, не менее важная, чем звание Героя Советского Союза. И мы благодарны всем, кто принял участие в организации поиска этих документов. Работа по присвоению ветеранам высшей воинской награды началась еще 2 года назад. Спустя больше полувека наградные листы о представлении ветеранов Великой Отечественной войны на звание Героя Советского Союза с подписями всех главнокомандующих были найдены на сайте Министерства обороны России. Совет ветеранов ВОВ Абхазии борется за восстановление исторической справедливости. Активная работа по поиску ветеранов Великой Отечественной войны, не представленных к званию Героя Советского Союза, продолжается. Рената Шакая, Сейду Гухава, Абхазское телевидение.
Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии принял участие в праздновании Дня спасателей Российской Федерации. Торжества прошли в минувшие выходные в Москве в Государственном Кремлевском дворце. В рамках мероприятия состоялась встреча Льва Квициния с российским коллегой Владимиром Пучковым. В ходе беседы Пучков озвучил свое намерение посетить республику в 2018 году. Также глава Абхазского спасательного ведомства встретился с представителями делегаций из Никарагуа и Узбекистана. Главы МЧС Абхазии и Узбекистана Лев Квициний и Рустам Джураев обговорили перспективы сотрудничества двух ведомств. Мероприятие, посвященное юбилею АГУ, прошло сегодня в Абхазском государственном университете. В рамках празднования 85-летия учебного заведения состоялось награждение руководителей министерств и ведомств, которые на протяжении многих лет всячески поддерживали университет и его студентов. В их числе советник президента Леонид Запшба, министр образования и науки Адгур Какоба, министр экономики Адгур Ардзенба, министр иностранных дел Даур Кови, глава администрации города Сухум Адгур Харазия, глава Галского района Тимур Надарая, глава администрации Сухумского района Валерий Смыр, президент торгово-промышленной палаты Геннадий Гагуля, руководитель движения матерей Абхазии Гули Кичба, представитель компании «Аквафон» Астан Барциц и многие другие. Как отметил в своем выступлении ректор АГУ Олег Огварами, невозможно переоценить труд каждого, кто сегодня получил памятные монеты. Очень много чего нам пришлось пережить, но надо смотреть вперед. Я думаю, что когда мы проводили 85-летие университета, вы увидели, сколько у нас друзей. 37 университетов разных стран поздравили наш университет. Это очень многое значит. И я думаю, что впереди те, которые сегодня на первом курсе, те, которые с бакалавриата переходят в магистратуру, из магистратуры в аспирантуру и так далее, они имеют хорошие шансы в жизни. Праздник для ребят с особенностями развития прошел сегодня в Доме Москвы в Сухуме. Подопечных реабилитационного центра с наступающим новым 2018 годом поздравили высокопоставленные гости, давние друзья, веселые аниматоры и звезды абхазской эстрады. Вокруг огромной зеленой красавицы устроили настоящий праздник волшебства, чудес и радости. Снегурочка, принцесса София, миньоны и другие герои детских мультиков совершали вместе с ребятами новогоднее путешествие по сказочному царству. На несколько часов главный зал Дома Москвы в Сухуме стал центром веселья и встречи главного праздника в году. Дети пели, играли, водили хороводы вокруг елочки и, конечно же, получали подарки. По нашим данным, по нашим спискам, так сказать, мы охватили почти 400 детей. В данном зале, конечно, столько мы не смогли уместить, но подарки, они у нас будут храниться в нашем центре еще, как говорится, ни день, ни два. Каждый подарок дойдет до своего, так скажем, хозяина. Многие нас поддержали. Начинали мы с того, что мы написали в Фейсбуке то, что нам необходимы были игрушки для елки. Откликнулись тоже очень многие. И в итоге у нас не то, что на одну, а на целых 4 и 5 елочек хватило бы нарядить. Этот большой зал не смог вместить всех желающих. Детей усадили в кресла, а родители стояли тут же неподалеку. Все ребятишки с нетерпением ждали встречи с главным новогодним героем, Дедом Морозом, который непременно принесет им всем массу подарков. Встреча со сказочным волшебником с белой бородой для подопечных детского реабилитационного центра уже традиционно взяла на себя компания «Аквафон». Оказание помощи детскому реабилитационному центру для компании «Аквафон» уже стало доброй традицией. Здоровье детей – это залог будущего для Абхазии и вообще для всего мира, поэтому мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы наши дети были здоровы, были счастливы. Мы всегда хотим дарить им улыбки и исполнять все их желания. В организации мероприятия для ребят в канун самого радостного и долгожданного праздника приняло участие много организаций, в их числе Министерство здравоохранения. Министерство здравоохранения и впредь будет оказывать особое внимание нашему подведомственному учреждению, которое мы открыли несколько лет назад.
и создали там максимальные условия для проведения всех необходимых образовательных, оздоровительных, реабилитационных мероприятий. Мы намерены и впредь развивать данное учреждение и его подведомственные отделения по всей республике для того, чтобы максимально обеспечить все необходимые условия нашим детям. За давностью дней уже никто точно и не вспомнит, как началась дружба деток с ограниченными возможностями и Международного фонда ОПСН. Но в том, что она очень крепка, сомневаться не приходится. Сотрудники фонда – частые гости в реабилитационном центре и поддерживают его всеми возможными способами. Вот и на этот раз не обошлось без сюрпризов. Международный фонд ОПСН, мы всегда были с вами рядом, чем сможем, всегда будем помогать. Сегодня тоже пустыми руками не могли подойти, как бы для детей новогодние подарки готовили для вас. Но отдельно хочется сказать и поблагодарить сотрудникам реабилитационного центра Сухум, потому что они есть настоящие патриоты. Самые главные добрые люди. Вы сами представляете детьми, как тяжело у нас дома с ними работать, они с ними 24 часа работают. И для этого, если они не против, маленький подарок для них тоже мы хотели сделать, чтобы в Новый год настроение как бы улучшить. Если позволите, я передам от имени фонда директору реабилитационного центра. Спасибо вам. Невозможно описать радостные эмоции, которые были на лицах детей. Время, когда забывается слово «особенный», для таких семей важнее всего. А в канун Нового года важнее вдвойне. Ведь будни ребят не всегда наполнены яркими красками. А знакомиться с новыми друзьями или просто веселиться под звуки любимых песен им хочется гораздо чаще. Нисфарш Бабислан Джинджоли, Абхазское телевидение. 25 декабря католики Абхазии, как и весь католический мир, встретили Рождество Христово. В Римско-католической церкви святого апостола Симона Канонита в Сухуме прошла торжественная литургия. В полночь 25 декабря католики всего мира встречают Рождество Христово по григорианскому календарю. Рождество в этот день также празднуют протестанты и ряд православных общин. В более чем 100 странах мира это государственный праздник. О празднике Рождества впервые упоминается в первой половине IV века. Рождение Сына Божьего, как следует из Святого Писания, знаменует восход первой вечерней звезды в ночь на 25 декабря. На свет маленький Христос появился в пещере, где пастухи укрывали от непогоды скот. О том, что в мир пришел Спаситель, пастухам возвестили ангелы, после чего они отправились в пещеру и поклонились новорожденному. Главная традиция празднования католического Рождества в Абхазии – это литургия в Римско-католической церкви святого апостола Симона Канонита в Сухуме. На праздничную службу пришли прихожане, среди них много детей. В 2011 году решением правительства Абхазии католической общине во имя святого апостола Симона Канонита в Сухуме было передано в безвозмездное пользование здание костела, которое входит в число объектов историко-культурного наследия Абхазии. В Сухумском костеле установлена рождественская елка и организована сценка вертепа, где помещены ясли с фигуркой новорожденного младенца. Община, хоть и небольшая, но многонациональная. В рождественский день прихожане слушают чтения, проповедь, молятся и причащаются. Только он один правитель всех времен и всех событий, и вовек вся власть в его руках. После мессы сухумские католики, в основном это поляки, армяне и русские, прямо в костеле проводят рождественский стол АГП. Католическая община Абхазии насчитывает около 150 человек. Больше половины из них живут в столице. Существуют немногочисленные группы католиков в Гагре и Пицунде. Канонический статус католической общины в Сухуме не определен. В настоящее время столичный католический приход входит в апостольскую администратуру Кавказа. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеоцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь, днем погода прояснится. Температура воздуха ночью 3,8, днем 6-11 градусов, температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.